книги моей жизни. Какие они? Как они определяют судьбу человека? Как помогают сделать выбор? Какое влияние оказывают на становление личности? Как они помогли нашему гостю найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Наш сегодняшний гость родился в семье народного поэта Чувашии Петера Хузангая и народной артистки СССР Веры Кузьминой. Окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета. Работал на кафедре чувашского языка и тюркологии Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова, а также в Чувашском государственном институте гуманитарных наук. Сфера научных интересов ученого – это синтаксис арабского языка, теоретические аспекты чувашского языкового существования, ономастика, проблемы художественного перевода, поэтическая функция языка. Является автором около 300 публикаций. Он был одним из инициаторов создания ряда общественных организаций в Чувашской республике. При его активном участии разработан и принят ряд нормативно-правовых актов Чувашской республики. У нас в гостях литературный критик, филолог-востоковед, член Союза писателей СССР, кандидат филологических наук, доцент, лауреат премии Союза журналистов Латвии, общественный деятель Атнер Петрович Хузангай. Ну вот эта книга «Идеи и методы современной структурной лингвистики» была как бы, вот когда я учился, первый, второй курс университета, была своего рода моим Евангелием, так сказать, вот, введением в мою научную работу. Первую работу курсовую за второй курс я писал как раз вот где-то отталкиваясь от каких-то мыслей в этой книжке. Потом дипломная работа, потом уже в Москве в Институте востоковедения кандидатская диссертация и так далее. Ну и потом вообще это просто полезно, не знаю, мне кажется, заниматься структурной лингвистикой в том смысле, что она дисциплинирует ум. Ты представляешь себе язык любой не как кучу каких-то разрозненных фактов, а определенные уровни фонологические, морфологические, синтаксические, семантические и так далее. И потом есть определенные закономерности, оппозиции там, и так далее. Ну, это, ладно, особая эта материя. Вот. Я занимался синтаксисом, в частности, арабским, диалектальным там, и литературным и так далее. Это было интересно, очень полезно. Вот, потому что вот тогда, в то время, как раз эти идеи получили такой какой-то толчок в советском языкознании. Вот. Они были высозданы, конечно, раньше, там все направления датские, структурализм, голосемантика, пражский лингвистический кружок, американский там лингвистика, структура, они были все были. Раньше, конечно, это сформулированы, но к нам пришли довольно поздно, вот в 60-е годы, где-то в середине 60-х годов. Вот это, может, одно из первых таких достаточно популярных, в то же время очень проникновенных изложений вот этих идей. А вторая книга, но ее здесь, вот, к сожалению, нет, я о ней говорил, это «Архаисы-инноваторы» Юрия Тынянова, «Формальная школа» или «Апояс», где вот многие ученые, которые туда входили, Шкловский, Хенбаум, Тынянов сам, Роман Осипович Якобсон, известный структуралист, который был сначала в Праге, потом в Америке, там работал, и один из самых таких известных, может, лингвистов вообще 20 века, филологов, занимался всем. Вот он тоже как бы до сих пор является, его книги, которые изданы, являются настольными для меня, можно сказать, как методологически. А они как раз исходят вот из идей, от идей.
формальной школы в 20-х году, где-то примерно так. Он сам участвовал, а потом как бы вот эти идеи. Вот структурализм тоже опирается на это. Можно, исходя вот из этого метода, скажем так, можно взять стихотворение, одно стихотворение поэта, и оттуда вывести всю его вселенную, его поэтический мир и так далее. Вот он может не каждое стихотворение, но такие, у каждого поэта есть такие, может быть, несколько программных стихотворений каких-то важных таких вот. Вот взять такое, оттуда выстроить весь такой мир этого поэта. Ну вот как раз пользуюсь вот этим методом. Потом у нас там были уже позднее, я читал Лотмана, там разные работы, там анализ. Он тоже исходит вот из этих идей в каком-то смысле. Вот. И мне приходилось, даже когда я учился в Москве, и позже я общался и с Вячеславом Ивановым, и Топоровым, которые такие, так сказать, отцы, можно сказать, советской структуры лингвистики. Вот. Были такие моменты. Вот так.